Чудовищные кадры. Сейчас я посмотрел. Страшная новость сегодня произошла в Подмосковье, где на национальной почве девятиклассник совершил страшное преступление, зарезал четырехклассника таджикской национальности. Страшно, страшно, страшно. Я как отец двоих детей, и у меня сын, плюс-минус ровесник, на 2 года младше. Страшно представить, что испытывают сейчас родители. Не дай бог никому такое пережить. Тема национализма всегда была проблемой, всегда присутствовала. Я сам как мигрант нахожусь в России уже 15 лет. Как бы тема национализма, она всегда будет в любых странах. И очень жалко, что ребенок, насмотревшись таких вот идеологий, совершил это чудовищное преступление. Но нужно понимать, как говорится, не бывает плохих наций, бывают плохие и психически больные люди. Ребенок, скорее всего, психически больной, совершил такое страшное злодеяние. Поэтому хочу выразить соболезнования, но это все слова, это вот боль родителей ничем не передать, ничто не поможет унять ту боль, которая сейчас у родителей. Поэтому призываю быть бдительными, надеюсь, усилят охраны в школах. Надеюсь, что это больше никогда никого не коснется. Хочу поделиться просто вот болью мигрантов. Это просто невозможно. Друзья мои, вот сейчас я был в МВД. 15 лет я уже нахожусь в России, в Москве. Всегда у меня были чистые документы, всегда действовал по закону, уважаю законы этой страны и никогда не нарушал. Но, я не знаю, каждый раз выходит новый закон, и даже порой сами МВДшники не понимают, как что им делать. Ситуация такая, не знаю, друзья мои, вот полгода назад я делал регистрацию, вот она печать у МВД, все как положено, мне там поставили печать, продлили на полгода, но не поставили печать на миграционную карту. На вопрос, что нужна ли печать, мне сказали, да, не надо. Я думаю, через полгода придут, и мы продлим. Хорошо. Потом прошло там 3 месяца, вышло новое приложение Амина, которую, кстати, вот скачал. Все вот зеленое, все горит, все Амина, все есть. Вот карта мигранта получил. Вот зеленая карта. Вот поехал, анализы обновил вот на днях вот. Каждый год нужно анализы обновлять. Вот обновил анализы. Вот официальный трудовой договор. Все есть, все есть. Вот трудовой договор. Я не знаю. Вот СНИЛС. Вот ИНН. Вот перевод паспорта. Все есть, друзья мои. Все. Но, благодаря тому, что мне не поставили печать, сейчас в МФЦ, в МВД, где я вот пошел по месту жительства, попросил сделать мне, поставить печать. Мне говорят, печати нету, все. Типа, давай, до свидания. Езжай домой. Как так, друзья мои? Даже, не послушал, ничего не сделал, все, вот. Там, на запись, хотел пойти по записи, но там нет уже. Месяц ждал записи нету. Все, нету. На госуслугах пытался записаться, невозможно, нету записи. Пошел в живую очередь, тоже говорят, ты, говорит, не записан, давай, до свидания, Даже не слушает, Ребята, я не знаю, как быть мигрантом, Почему вот мне вот на миграцион, вот здесь вот печать мне поставили, да, а сюда не поставили. И вот сейчас на вопрос мне говорили не надо, а сейчас надо, из-за этого вот какие-то проблемы создаются. Я уже, не знаю, меня просто бомбит, друзья мои. Как быть, Дома делать нечего, поэтому все мигранты здесь и находимся, Понятное дело, если была возможность, я бы уехал бы, работал бы на родине,